бабушка замечательно готовила фаршированную рыбу, цимес, реже готовила шейку. Вот. Совсем редко пекла гаменташи. При этом, вот опять-таки, она пекла гаменташи, я их ужасно любил, такая ужасно вкусная штуковина. Причем это вот не как там сейчас где-нибудь там в синагоге делают. Значит, а туда не жалели, клали изюм в начинку, значит, тертые грецкие орехи, там еще чем-нибудь. Это была ужасно вкусная штуковина. Вот. И никакого представления о том, что вообще это связано с каким-то еврейским праздником, что это имеет к чему-то вообще какое-то отношение, то не было. Просто такая ужасно вкусная еврейская штуковина. Но вот осознание того, что это, так сказать, вот не просто так, а что это какие-то такие вот еврейские вещи, оно было очень характерным. И я помню, что вот, скажем, на мой день рождения я приглашаю своих там приятелей из школы, и, в общем, понятно, что подавляющее большинство этих моих приятелей, значит, совсем не евреи, и, значит, не имеют об этом ни малейшего представления. А на столе вот, значит, ну, как праздник без там фаршированной рыбы, там, это нельзя себе представить. Вот. И я просто вот помню, что, ну, нельзя этим моим, значит, там, одноклассникам сказать, что это вот еврейское блюдо. Ну, потому что, как это, Советский Союз, слово еврейский такое, оно как бы почти неприличное, оно запрещенное. Но это предмет гордости, и нельзя на это не обратить внимания. Поэтому это такой вот, значит, язык, там, вот, ребята, попробуйте вот это вот обязательно. Вы такого у себя дома не попробуйте, это вот, это особая вещь. Это, вот. Так что это, конечно, был такой некий предмет гордости, это вот